В здании Национальной библиотеки имени Ивана Папаскир прошло уникальное мероприятие, объединяющее прошлое и настоящее. Его главная цель – не просто вспомнить события Великой Отечественной войны, а передать эстафету новому поколению. Данный проект направлен на повышение интереса у молодежи к знанию истории о Великой Отечественной войне и ее героях. Проект направлен на сохранение исторической памяти о битве народов России, Абхазии, Закавказ, о противодействии искажению попыткам исторических фактов и действительности, которая сейчас происходит. И, конечно, на патриотическое воспитание молодежи и на в дальнейшем, как итоги, я надеюсь, формирование такого молодого волонтерского движения поисковых отрядов. Мероприятие прошло в формате коллаборации, включающей глубокий исторический анализ ведущих историков, экспертов из Абхазии и Геленджика. Мы создали сайт, мы стали изучать историю обороны города Армавира. У нас есть свой бессмертный полк, я знаю, здесь в Абхазии всегда проводится это мероприятие. И в том числе мы тоже участники этого мероприятия. Вот у нас свой бессмертный полк участников нашей команды. Здесь вот на фотографии мой прадед представлен, Бугаев Тимофей Федорович. Руководители двух проектов «Кавказ в годы Великой Отечественной войны», «Историческая память. Уроки для будущего» и «Культурный фонд. Платформа», объединившись в одно целое, проводят глубокий анализ битвы за Кавказ. Данное мероприятие нацелено на взращивание среди молодежи патриотических качеств. Этот проект у нас уже проходит второй год, и, в принципе, задача этого проекта – рассказать молодежи о том, что была такая страна Советский Союз, была война, была борьба против фашизма, что у нас исторически сложены хорошие отношения с Российской Федерацией, потому что это братский народ. У нас объединен Кавказ в Абхазии, да, вот на перевалах битва была, и также в Геленджике. Наши ребята ездили в прошлом году в Геленджик и смотрели, насколько это все взаимосвязано, насколько чтят память наши именно и в Геленджике, и у нас здесь. И ребята из Геленджика побывали у нас здесь в Абхазии, прошлись тоже, были в музее боевой славы, посмотрели возложение цветов, сделали, встретились с нашими ребятами, почтили память. И наши ребята из Абхазии ездили в Геленджик. В этот день, благодаря объединению двух важных проектов, была создана практическая программа от уроков мужества к реальным навыкам, необходимым для сохранения исторической правды. В мероприятии приняли участие старшеклассники, студенты АГУ и курсанты школы милиции. Я считаю, что такие проекты, они очень важны, потому что на сегодняшний день я сама лично столкнулась с тем, что молодое поколение, мои вот ровесники, они действительно мало что знают об истории. И сейчас такое время, когда история искажается, все исторические факты. И необходимо нам, молодому поколению, поскольку будущее – это мы, нам необходимо сделать все, что есть в наших силах, чтобы сохранить эту историю, чтобы сохранить память предков, чтобы мы помнили. Мы не должны забывать бесценный подвиг наших предков. Мы должны помнить, как они сражались, как героически отдавали свои жизни ради нашего светлого будущего. Я очень надеюсь, что такие мероприятия будут проводиться как можно чаще, и как можно больше молодежи будет приходить на них и знать свою бесценную историю. В рамках мероприятия был объявлен специальный конкурс написания эссе на тему «Кавказский фронт. Битва на перевалах Абхазии. Тестирование на знание ключевых событий битвы за Кавказ». Победителей ждет награда, экскурсионная поездка в город-герой Геленджик по местам боевой славы и включение в состав первой молодежной поисковой экспедиции в Абхазии, а также другие ценные и поощрительные призы. Адис Сагари, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.